Всем привет, с вами Айпери Тимирова, и сегодня я нахожусь в главном музее Кыргызстана, который открыл свои двери спустя 5 лет. Как же изменился исторический музей после реконструкции? Давайте посмотрим вместе. История музея началась 9 декабря 1925 года. Спустя 2 года, 5 марта 1927 года, он начал свою деятельность. Создание именно этого музея послужило главной причиной для систематического изучения истории и природы Кыргызстана. Исторический музей состоит из 5 этажей. На первом этаже расположилась гардеробная и камера хранения, где вы можете оставить свои личные вещи в надежные руки. Обновлена мебель для гардероба. На нее потратили 142 тысячи евро. Ее привезли из Германии. Вход в музей стоит 150 сомов для взрослых, 50 сомов для детей и школьников и 70 сомов для студентов. Слева от входа находятся скандально известные фигуры из лошадей. Они выглядят неброско, и вряд ли бы мы обратили на них внимание, если бы не их скандальная история. Каждая из них стоила по 14 тысяч евро, а после растаможивания вообще выросла до 17 тысяч евро. Также хочу отметить, что очень красивые стены выполнены в современном стиле, что сразу бросается в глаза, когда вы заходите в музей. У входа также расположена инсталляция, олицетворяющая мифическое дерево Байтерик. Состоит она из 54 бревен, каждая из которых обошлось бюджету в $600. Общая сумма, потраченная на данную инсталляцию, составляет почти 300 тысяч евро. Стоит отметить, что реконструированное сооружение сейчас и внутри, и снаружи выглядит очень просторно и современно. Коллекция музея позволяет проследить путь кыргызской нации от самого ее зарождения и до современности. В музее для людей с ограниченными возможностями есть лифт, а также все условия для передвижения. На 3-м этаже находятся экспонаты из каменного и бронзового века. Отображена кочевая культура тюркоязычных государств, период кыргызского великодержавия, тюркская и монгольская эпохи. Каменные изваяния, глиняная посуда, котлы, предметы погребального инвентаря, кинжалы и другие археологические находки тех веков аккуратно разложены на стеллажах. Также есть очень интересное место. Это пещера, выполненная в современном стиле. Посмотрите, какой здесь дизайн. Очень интересный интерьер. После реконструкции в историческом музее появился кабинет для проведения тематических мастер-классов как для школьников, так и для студентов. Что самое интересное, стены здесь раздвижные, школьники могут срисовывать эти экспонаты, смотря прямо из кабинета мастер-класса. На 3-м этаже находится охраняемый объект, называется «Золотая комната». Здесь представлены золотые украшения древнего века. Здесь настолько все засекречено, что здесь стоит специальный охранник, который не подпустит вас ближе к экспонатам. Но для того, чтобы увидеть все своими глазами, вы можете прийти и посмотреть. Исторический музей – одна из главных достопримечательностей Бишкека и один из крупнейших музеев в Средней Азии. Давайте посмотрим, что интересного на 4-м этаже. На 2-м этаже открыли отдельный уголок исторических личностей. Здесь же выставлены предметы одежды и ювелирные изделия прошлых веков. Внимание сразу приковывает вот такая вот большая оформленная юрта. Кстати, знаете, почему, несмотря на то, что кыргызы кочевой народ, всегда в юрте был порядок? Потому что каждая вещь имеет свое место.
Здесь также есть интерактивная игра. Вы можете попробовать разместить части мебели там, где должны они находиться. То есть, например, я знаю, что в юрте очаг должен находиться посередине. И, кстати, правильно ли вы ответили, вы можете посмотреть через вот экран, который перед вами. Четвертый этаж посвящен 15-17 векам, Каканскому ханству, а также внешним связям кыргызов на тот момент. Экспонаты передают самобытность народа, ведение хозяйства и материальные ценности. Много здесь и оружия древних кыргызов. На этом этаже хранятся также картины и иллюстрации исторических личностей. Внимание посетителей приковывает большая оформленная юрта, а рядом комната «Музыкальная культура», где представлено большое количество инструментов кыргызского народа, такие как кирней, сурнай, сыбызгы, чор, чопочор, комус и другие. Здесь вы можете насладиться звучанием инструментов благодаря вот таким вот наушникам. Выбираете инструмент, нажимаете play и наслаждаетесь звучанием. В музее не только своя атмосфера, но и климат-контроль. Вся работа выполнена по требованию Smart House, то есть умный дом. А сейчас мы находимся на 5-м этаже. Здесь представлены экспонаты времен Советского Союза. Исторические инсталляции на 5-м этаже охватывают досоветский, постсоветский и период СССР, как менялась письменность, зарождалось национально-освободительное восстание, политические репрессии 30-х годов, развал Союза и другие значимые события отражены в экспонатах на этом этаже. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Эта цитата очень характерна, ведь приобщаться к искусству не только нужно, но и полезно для человека любого возраста, профессии, национальности и религии. Значимость исторического музея сложно передать через камеру, поэтому я вам рекомендую посетить его, как только у вас появится свободная минута, и головой окунуться в историческую увлекательную историю.